В современном мире подобные сумочки, они же шоперы, ну для кого-то, возможно, авоськи, это уже не просто полезная вещь в быту, это полноценный аксессуар. И очень важно, особенно для подростков, что же нанесено на эту сумочку, то есть важен принт. Сегодня в рамках нашего проекта мы расскажем, как можно сделать свою сумочку, свой шопер, вот просто таким современным, классным, крутым. И то есть у кого-то это может быть здесь животное, у кого-то своя фотография, кто-то захочет горы. Но в общем мы за индивидуальный подход ко всему. И вас мы сегодня этому обучим. В этом мне поможет вновь уже, участница нашего проекта. Это художник-дизайнер Элиза. Знакомьтесь, кто видит ее впервые. Здравствуйте, Элиза. Давайте для начала начнем с того, что какой материал нужно выбирать для сумочки. В принципе-то ее и шить можно самостоятельно, да, верно? можно. Да, какая ткань нам нужна? Ну, плотная, чтобы не тянулась, потому что на тянущейся ткани очень сложно все-таки рисовать. Более такую плотную лучше выбирать. А ХБ, Джинсовку. синтетика, нет? Не важно? Джинсовку можно. Кстати, да, из старых джинс можно шить сначала такую сумочку. Либо двунитка тоже используется, лен, хлопок. То есть любая плотная Да. ткань. Отлично. Выбрали, значит, к примеру, вот такой чистый холст для нас, это сегодня? Да. Кстати говоря, да, дорогие друзья, подобная техника, она используется как на ткани, на вещах, на сумочках, то есть можно даже и картину нарисовать. Да. Отлично. Ну что, вы выбрали ткань, поехали дальше. Так, для того, чтобы расписать шопер, мы сначала ложим туда какую-нибудь твердую такую подложку. Мы используем сейчас холст на картоне, чтобы задняя часть у нас не красилась, получается. Акрил такой жидкий, он может прокрасить и тут отпечататься. Потом закрепляем. Все как положено, да? Да, чтобы не каталось, чтобы было удобно. И зажимами закрепляем. Делаем рамочку. Также можно малярным скотчем ее сделать, просто приклеить. Хорошенько края продавить вот тут, чтобы краска за края не вышла. Это все делается для удобства. Закрепляем зажимами. Стараемся, чтобы посередине было закреплено. Итак, мы закрепили наш шопер к нашей основе, все у нас зафиксировано. Вот этот размер мы выбираем тоже на свое усмотрение, Да, на свое усмотрение. В нашем случае это примерно, сколько тут, 10 на 10, да? 10,5 на 10,5. Я вижу, вы здесь уже чем-то замазали. Что это? Это грунт специально акриловый. Мы сначала грунтуем всегда поверхность, чтобы краска лучше держалась. Грунтуем не толстым слоем, не тонким, чтобы вот черный цвет перекрылся и было легко наносить такие яркие цвета. Да, кстати, мы сегодня выбрали, такой вот красивый рисунок, то есть у нас будет небо на шопере. Здесь, конечно, больше подростковая тематика, а мы все-таки уже люди взрослые, нам захотелось красоты, и поэтому сегодня у нас будут облака. Хорошо, загрунтовали. Примерно сколько сохнет грунт? Примерно, так сразу-то и не скажу. Часами, днями или буквально 20-30 минут? 20-30 минут точно достаточно. Высохнет. Хорошо. Можно феном просушить тоже для ускорения работы. Вот. Как всегда у нас есть, конечно же, пример. Референс. Да, референс. Мы не берем это из своей головы. Можно с головы брать, конечно, если самостоятельно, но в условиях мастер-класса лучше референс. Все, хорошо. Опять, с чего мы начинаем, вот если здесь посмотреть? Всегда начинаем в рисунке с фона и постепенно переходим на передний план. Сначала сделаем небо, получается, смешиваем краски. Используем какие краски мы? Акриловые тоже. Можно специальный акрил взять. Кисточку не мочим. Лучше об салфеточку хорошенько вытереть после того, как намочили. И смешиваем цвет похожий. Такой немножко
фиолетовый, можно розовый, голубой смешать, синий. Так смело все, конечно, делает человек-художник, а человек не художник будет долго думать, где какой цвет. А бывает такое, что приходят Вот. к вам на мастер-класс люди, которые вообще видят, допустим, как бывает же, кто-то видит красный цвет, а кто-то видит зеленый цвет. Ну, такой кардинальной разницы нету. Ну или, конечно. допустим, ну и у меня, кстати, часто друзья там, есть же даже вот в гаджетах, когда пересылаешь картинку с платьем, кто-то видит это платье в зеленом цвете, а кто-то в голубом. Такое бывает восприятие цвета? В жизни, скорее всего, такое редко происходит, потому что в мессенджерах именно через экран телефона искажается картинка. На каждом телефоне по-своему все равно смотрится. А в жизни То есть вы такого не встречали, да, что Да. сидят два человека на мастер-классе и спорят, что зеленый это или синий? Да, нету такого. То есть Ну, такого- если только по референсу могут спорить, типа темнее, светлее сделать, например. Да. А здесь уже нужно все делать четко, потому что потом не стереть, да, Да. это? Ну, можно тоже перекрыть, в принципе. Сначала потемнее берем цвет у нас, вот тут потемнее сверху, и постепенно все больше и больше белого добавляем, чем ниже спускаемся. А если взять не акриловые краски, а другие, они все сотрутся, правильно? Да. Ну, для росписи больше акрил подходит. Вот так берем цвет смешанный и закрашиваем от края до края, лучше вести, если мы хотим ровный фон создать для неба. Так, сделали полосочку одну, потом берем белый, добавляем чуть-чуть смешанный цвет, и потом внизу чуть светлее делаем. Вот я подготовила цвет, и можете вот сюда добавлять просто по чуть-чуть белый. И выводить, да? Да, и выводить. Вот кисточка. Ага. Ага, смешивайте вот тут вот. Ой. А вот вообще говорят же, да, ну что у художника все равно есть свое любимое направление, да? Да. Вот вы что любите больше? Ну, я скульптуры люблю делать Да разные. вы что? То есть работа Инсталляции, очень объемные композиции. Рисовать уже скучно становится. Ну, со временем. В школе, конечно, любила пейзажи рисовать, что-то такое реалистичное больше. Сейчас ухожу в интерьерную живопись, какую-то абстракцию. Сейчас гипсовую работу выставляю. То есть работаете уже с более тяжелым материалом, да? Да. Краски уже все, да? Да. Нет, не совсем все, конечно, пишу картины, но мне больше акрил нравится. Лично мне. Некоторым больше масло, например, нравится. Да. Были у нас такие художники, которые вот любили И работать вот только так маслом. вот можете выравнивать потихонечку. Что делать, если вдруг не понравилось? Поверх покрывать, да? Да, поверх просто. Но тут лучше на одежде поверх не покрывать. Если сильно много слоев, она может краска потрескаться. Как наклейка получается. Сразу возникает у многих наших телезрителей сейчас вопрос. Стирать можно? Лучше вручную, конечно. Вручную. Не слезет рисунок, не облезет. Если, конечно, тереть, то облезет. Поэтому бережно надо, да? Да, Бережно очень стирать. Деликатная стирка. деликатно, да. Очень интересно. Вот можно вот эту тоже смыть кисточку и об салфеточку вытереть. Хорошо. Сейчас, когда подсохнет немножко, к облакам приступим. Вот первый этап у нас позади, небо готово, подсушили его с помощью фена, ускорили процесс. Дальше переходим. И сейчас примерно рисуем контур облаков, вот этот верхний. Ну это ж вы уж как-то рисуете, да? Ну, примерно можно наметить для себя, насколько высокими хотите облака сделать, сколько объемными. А вы со скольки лет рисуете? Сложно сказать, наверное, с самого детства, сколько себя помню. Да? И прям сразу хорошо рисовали или только после того, как обучились?
Ну, каждый ребенок рисует для своих родителей, наверное, хорошо. Просто бабушка заметила, что я как-то сильно детализированно рисую. Даже пальцы на ногах начала рисовать. Ну, значит, уже был талант, да? Просто я вспоминаю, как вы говорите, в детстве, что рисовала. До сих пор, если посмотреть на мои рисунки, я порой не понимаю, почему я думала, что голова человека должна быть на листочке А4 от начала до конца. То есть у меня были нарушены все вот моменты, да, с размерами, вот вообще с восприятием. Поэтому это было бесполезно. А сейчас вот думаешь, не, на некоторых детей смотришь, а они уже сразу понимают, что голова должна быть маленькая, туловище должно быть больше. А у меня просто была одна голова от начала до конца, вот такая листочка. Портрет. Портрет, да. Так, облачки есть, вижу облачко. Да, наметили примерно. И И опять. смешиваем краски снова. Белый можно смешать, немножко розового и желтенький, совсем чуть-чуть. Лучше по чуть-чуть краску смешивать, чтобы получить нужный оттенок. Вот, например, смешали так и уже в белый добавляем по чуть-чуть. Можно чуть желтее сделать облака. Да, у нас, кстати, по картинке прям облака какие-то необычного цвета, да. Персиковые такие. Розово-персиковые И какие-то. потихонечку вот так наносим. Опять же, восприятие на палитре и на поверхности, на котором, ткани, да. Да, на ткани всегда разное. Из-за этого проверяем, нравится ли на ткани нам, на поверхности, на которой мы пишем, или не нравится цвет. И вот так по чуть-чуть добавляем облачка. Можете поменьше кисточку взять и вот такие маленькие мазки, да? Да, маленькие мазки, лучше вот перистые, вот как кругляшочки. Но здесь очень кропотливо работа, товарищи, вот, потому что мелкие детали, они все равно как бы дают о себе знать. Здесь просто большой кистью. Да, мазками больше работайте. Где-то больше белого добавляйте, где-то больше розового, такого желтого, персикового оттенка. Цвета добавляйте. А, здесь нужно так, да, делать мазками? Да, мазками лучше делать. Чтобы было... Где-то побольше краешек, где-то поменьше. Воздушность надо, Да. такой взять? Как сахарная вата примерно. Какие-то всегда ассоциации лучше приводить, когда рисуете что-то, пишете. На что больше похоже. А можно в картинка. себе развить талант в искусстве, считаете, или надо родиться талантливым? Конечно, можно развить упорство и труд. Все перетрут, да? Да. Мне кажется, каждый может научиться рисовать. Действительно? Да. Главное усидчивость и желание. То есть нерисующих людей не бывает, по вашему мнению? Ну да. Ну кому-то просто не нравится, может. Нет, ну вот как говорят же, медведь на ухо наступил. Ну вот Ну, там бесполезно. Но вот если у тебя нет слуха, все. Ну ты это никак не наверстаешь. Ну, в рисовании, мне кажется, такого прям нету. Можно за абстракцию взяться и просто для себя. И просто мазюкать и мазюкать, да? Да, есть еще техника жидкий акрил. Там просто зависит от того, как краска потечет. Куда затечет, так и должно быть. Да. Вот такие виды искусства я люблю, когда не надо ничего объяснять никому, оправдываться, правильно ли ты сделал, неправильно. Вижу, и все так. Краска так утекла, все. Значит, будет так. Это больше как арт-терапия идет. Да, кстати говоря, вот так вот вечерами скучно, грустно, одиноко, взял кисть и нарисовал. Так, здесь мы ускорим. Здесь. Уже ниже к голубому оттенку можно более розовые такие добавлять. Ой, так зачерпнула. Тут зелененький. Тут уже более теплые такие сверху оттенки. Тогда будет как будто бы подсвечиваться картина, более светлой выглядеть. Будет видно солнце сквозь облака.
Можно разные вот оттенки на кисточке брать, вот так вот добавлять, так мазками. Можно с одной, вот возьмите плоскую кисть, можете с одной стороны взять розовый такой с белым смешанный, а с другой стороны просто белый цвет чуть-чуть. И вот так вот, и у вас уже мазками пойдет. Так, то есть Ага. кисточку переворачиваешь. Интересная Да. техника. И тогда происходит такое Разные, хаотичное, да, да. нанесение. И также вот с персиковым оттенком тоже можете так взять, смешать персиковый, более такой желтый с розовым. А хочется добиться идеального распределения цвета, а на самом деле здесь... Тут так тоже абстрактно, в принципе, можно сделать. Я об салфеточку вытираю всегда. Такие более кругленькие движения делаем. Более такой синий оттенок. Переходим. Можно вот это вот снизу облачко рисовать, либо не рисовать. Это уже на ваше усмотрение. Но и чтобы рисовать, тут должно уже подсохнуть, например. Потому что будет цвет смешиваться, и он будет такой темный, фиолетовый. Может даже коричневый получится оттенок. Но белого надо все добавить. Вот в вашем районе. Вот здесь вот такая штука. У нас уже Он здесь не поместится. с этой стороны. Оно вот тут. Можно сначала подложку сделать, потом сверху дорисовать, если что. Так у нас немножко не тут, синий пошел. Так, чтобы вот этот темный смешать цвет, не обязательно черный использовать. Можно синий и красный смешать. И у нас такой вот темный оттенок достаточно получается, практически черный. Ну да. И вот сюда добавляем. Это как цвет гелевой вот ручки, немножко напоминает шариковый, может, чернильный такой более цвет. И вот тут вот тихонечко добавляем. Элиза, а если говорить вообще про живопись, да, про работу с красками, самое, допустим, легкое направление это Интерьерные картины. интерьерные картины, да, потому что там все очень просто, Абстракции. да. А самое сложное? Самое сложное это так, работа маслом, наверное. Портрет, наверное. Да, портреты. Очень сложно, наверное. Я просто не могу даже представить, что когда-нибудь я смогу нарисовать портрет. Или этому тоже нужно научиться? Этому тоже можно научиться. Но лучше на курсы записываться, если портреты хотите научиться рисовать, писать. Тут такая темная подложка, чтобы она не просвечивала. 2 слоя лучше покрасить. Можно сначала чуть белее просто сделать, потом сверху. И вот тут у края чуть-чуть растушевываю. Можно подушечками пальцев растушевывать. Побольше белого, не бойтесь, добавьте. Потом, когда подсохнет, можно сверху покрыть, и будет более такое светлое. И более такими кругляшками.
Где-то побольше, где-то поменьше. То есть вот так смело пальчиком. Да, чтобы более такие пушистые были. Красота. Так. Сейчас можно подсушить феном и вот более такие персиковые, как здесь, добавить. Но вообще, если честно, то, конечно, этот процесс может быть бесконечный, да? Да. Мы можем добавлять тень Да. здесь, здесь я вижу иначе, но в целом вот наши облака выглядят вот так, а на нашей картинке должно быть так. Конечно, в рамках нашего проекта мы не можем показать весь процесс, да, потому что мы с Элизой можем сейчас сидеть и час еще дорисовывать эти облака, но в целом сам процесс и сама вся техника, она достаточно проста, да, Да. в принципе. Выбирайте картинку, покупайте краски, рисуйте. Далее что мы делаем? Просто отрываем скотч? Да, сейчас просто отрываем скотч, когда нас устраивает результат. Можно снять зажимы также. И потом, и вот этот самый Вот отсюда мы начинаем, вот, с самого последнего. такой трогательный момент. Оп. И потихоньку снимаем. Потом тут отрываем скотч. Ой, вот это просто некое волшебство. Сейчас такая будет красота. Оп. И финальная часть. Ой. Сюда. Класс. Можно потом еще тут подкрасить. Не знаю, как вам, а по мне так идеально. Самое главное, Лиза, нужно ли покрывать сверху чем-то? И сколько Нет. ждать высыхания? В принципе, сейчас уже подсохла работа. И через сутки примерно лучше прогладить утюгом, чтобы рисунок закрепился в течение 5 минут. Вот так листочек прикладываем А4, да? Да. И про- прогладим. проглаживаем. Вот так вот, дорогие друзья, творите, ищите себя в разных видах искусства. Ну или как минимум сходите на мастер-класс и попробуйте сделать вот такую сумочку. Ну и потом она будет вам напоминать о том, что, как сказала Элиза, рисовать может Каждый. каждый. Спасибо вам большое, ну а мы не прощаемся, увидимся. До новых встреч. Ну а мы, наверное, пойдем в магазин с такой замечательной сумочкой. До новых встреч!